В Ленске состоялось заседание при правительственной комиссии чрезвычайных ситуаций республики во главе с заместителем председателя правительства Анатолия Скрыбыкина. На мероприятии собрались руководители различных ведомств и организаций для обсуждения подготовки к безопасному пропуску паводковых вод. Сюжет из Ленска. По приезду в Ленск правительственная группа посетила дамбу. После осмотра дамбы в администрации района состоялось совещание. По словам зампреда Анатолия Скрыбыкина, стало понятно, что прогноз в этом году довольно-таки неутешительный. Весна в Якутии пришла раньше сроков, а раннее вскрытие рек может отрицательно сказаться на прохождении паводковых вод. Вскрытие рек в этом году пройдет на 15-12 суток раньше. При этом даже представитель метеорологов отмечает в Якутии изменение климата. Как идет подготовка и какие примитивные работы проводились в Ленском районе, рассказал руководитель Ленского бассейнового водного управления Иннокентий Андросов. Надо исключить подрывные работы, чтобы река шла естественным своим ходом. Потому что у нас в городе Ленске есть достаточно большой запас прочности. Также много было сказано и о подготовке эвакуационных пунктов на случай, если паводковые воды прорвут укрепительное сооружение города. Традиционно подвел итог совещания заместитель председателя правительства Анатолий Скрыбыкин, который отметил полную подготовку района и города к безопасному пропуску паводковых вод. Исключение жертв населения, среди населения и минимизация ущерба. Вот это главное, что мы должны с вами достичь. С 19 апреля в нашем районе работает оперативная группа с одним из руководителей Главного управления МЧС по республике Саха-Якутия. И как только нижняя кромка ледохода на реке Лена подойдет к Ленскому району, будет организована слаженная работа всех местных органов и единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Марина Шмидт, Александр Захария, НВК Саха, Ленск.